Чего добивался Килишвей Чачба, владетельный князь Абхазии? Гибкий политик или отчаянный упрямец? Кто убил его и где его могила? Он родился 275 лет назад. Это разве не повод для обсуждения с коллегами таких животрепещущих вопросов? Начало XIX века было наиболее насыщенным и сложным. Касаясь международного контекста вокруг Абхазии этого периода, можете сказать о самом главном? В чем особенность этого времени? Каковым было соседство? Каковым было геополитическое соперничество этого времени в этом регионе? Именно начало XIX века было очень насыщенным в истории Абхазии. Почему? Потому что именно в этот период на Кавказе столкнулись интересы двух империй, двух очень могущественных сил, которые боролись за первенство. После того, как в 1783 году Россия захватила Крым, это был серьезный удар по Турции. Фактически Турция теряла свое влияние в Черноморском бассейне. А после событий 1801 года, когда Россия присоединила Восточную Грузию, фактически уже ее экспансия началась и на Кавказ. Конечно же, князь Килишбей следил за этими событиями, и он должен был проводить очень гибкую, четкую политику. Почему? Потому что, в первую очередь, главная его цель была не допустить, чтобы Абхазия стала полигоном. То есть местом, где столкнулись бы военные силы двух сильных великих держав. И, конечно же, он начинает отслеживать ситуацию уже с 1803 года, когда менгрельские князья Дадьяне вступают под покровительство России, и граница Российской империи уже вплотную подходит к Абхазии. Князь Килишбей начинает переговорный процесс с российскими военными чиновниками на Кавказе о неком заключении военно-политического союза с Россией. Почему Килишбей делает такие шаги? Почему? Потому что Килишбей прекрасно видит, что Турция уже не та могущественная сила, которая была раньше. После двух русско-турецких войн, в которых Турция потерпела поражение, Россия все более и более стала доминировать в регионе. И, конечно же, Килишбей не мог не считаться с данной реальностью. Осман пе империи, Орствула пе империи и нарчидана архату политика Кавказиме пыргарсияшта Англии и Франции. Уртки хымпада рызбахам хараудзом, уи из черцварьез цары яхдырует яра Килишбей хан, Франция одныга пе урскуар министр Талиран хейгаз, асалам шукурабжесван. Яхелма фех баравойт Франция баку псна баку абри, Франция ихыз ерхе, заштелей мадыракур бжецараха. Аха харипшва политики на куза алегге, икша мукша адеги, антыцги, тапшвейт, антыцги, отгылыча дрештелут. Франция, Килишбей бзени лика, он Кавказаца, ка Франция зехана. Ара имя посваз Франция, фета геополитика, хтосква хымпада Франция ге ахала нархуан из банзар Кавказ, Франция зехана и плацдарман, мрагылара айгва, анапачагара зехана. Уягана хала Килишбей кибзени лика, он Франция хина нагдзоза цегге, скуяна год везеханоп, яра одныга пиосквар министр Талиран яриас асалам шуква зрабжесвас. Рыц харасиха лазабри аз цара ханала чажу харай харадзегге. Хия харху макян архив усум таква рейхарак трахуб Туркпола Стамбул, макяна и шахтой пшитца адзам, скуяна гутаси пшигу архивква мачем поиху пера Францияге, ой на сапхат биус зарак хапитца ана, и чурпшна из банзер Килишбей хара скуяна горопис хомакяна аура сюрет хасхарта королопи харадзаги чахдеру. Хотелось бы несколько слов хотя бы сказать, отметить, каковым было соседство Абхазии в это время. Ибхан шизлачага зара мади закатца топ апсны изкна и нартба на псна айла зара инхоз аква
دياسكولي هاخد أنا نقولك دايدا فرنسيز نقول بس خانش جان أنطوان حيش خطريجي ده برجع يقوا ورس شلا ويش حوالا ينبعني كن سريز لازدروشتا وصوب شالز دياسكولي تيا مانيتا كو ميدالون كوبريز بيتها ميدالون هاخد سنة وعن زهرة شكلها بخزون عبران بي أيود دبشوازشة أسد طلع ريلا زهرة أزبوعيد داري زايقونا إنفورماتيا ويد ناسا بيرا كوي حركة بري خرخرتا بيرا وبري عمو عبنا مدين كرتو بري حوجة حرادة ورتقينا بالاركيد ناس إزلاح دروالا سيربيا تلنبي ناس دش تلك أخسالة كوشة كدرقليت أبري عام تزحون أبري عف بتبي أبش بتبي بتبي أشك سكوا إن رزحنا أخسالة كوبسنا يكاك زينو ببرشكا يوبربي أوب أشخا تبال أي توامي كوا شق أي خص وامي كوا جهردا عين تيرس دارد ذا يزركز ورتجي أرخا يكلسوا شوكراك خيد وبري عام تزحون وبري حب يوب يزيد ويلا كده كشمكشة يروس وبس أتحرك ما جابش حمام قرطلو برت إنتريس الكما وبراخي نيمة يلا تشارجوا حمزم أبراخ بسنيز بنزر واش واشتي أرتاش شكل درجلة بس ناس يشترخ خان أراخ بسنا كون يرزن خوز أبسنا يخاف شوية الله زجزج يغلب شبراخ ياب شوية الله قد وبريام تزهد وبريو بياتستوب نيش حزة واشترخ يزيد ويلا قد إنتريس كوا عمل يرى وباس خن بيعم تزحنا بسنا تورخج قرطلة ينا نقدو زرولة خمية بقاشة وبرتوسك أكرات أنا كويت حوش بخدزوما ياتنا كون جحرادة وي زحن يوحر أفيتيال يورا أبسنيقة صحيح حزدرزو مبرز الدوكومنت كو شوشك درجلو صحيح دروا أنا يسنتيو أخا وبسخن أزبق حو بزبط بي أحري أنا قبضت بي أحري زنك وينتي وبلو دبريز ناس أبسنية زرحو ناس ورسشلا يتاغن ورسشلا يوني يقوب وبري قرطلن بي يو وبري إنفورماتيا بسنا عن بيتسوز قرطلا يروز وبراخن بي أورسكوا يخري لازاكوب داري شرحو جهردا أني وانزي أحد وقتسكوا وسخنا يشكر غونا دديانا أبسن بياح ينروا ناس دا يخرت خدرخ دير جوانزر خدار مجازات دخا وشتا يربرت بي أن نيش سيامو أبسنا وبرتي وشتا يرد بوا يلا جيت نيش سيامو وبريو بعض بخزوها أوليس قطية دوكومنت كردرون قرطلا جهردا أفيتيال دوكومنت كوا بوليتيكا دوكومنت كوا وبري زهرب ساسكونا متاخد سكوا ناس جزوبرا أخد سكوا نصارتي مدام زي يدروي دوسكي قرطلا أنا يسني رحوت ينحجب حالم كسب أبسنا حنا بخي عاقر زعون زحو أيوب تاعو بيدروي دوس لبشباتك وبريجي زكياشي عجبت بي أشوشك سلاجا عجبت أشوك سلاجان زوب ينا على زخا يراين زانة يخيلانو بريمته قرطلا عن حاجب حالم كسكون أبسنتلا حشب حكر زحو وبس خني ترتي تبريزة عجبيش سمياشو زر بس عبيش بتوي أشوك سوما عبد يشوك سوما عجب على ذي تدري في برزحنا ويشكو. Мы говорим, что Килишбей родился в 1747 году. В 1747 году. Откуда это известно? У меня не то, что я сомневаюсь, мне вообще интересно, в каком источнике есть такая информация и каким источником мы пользуемся. Приблизительно просто из описания его внешности, как вот его описывают, значит, путешественники, которые здесь были, приблизительно они описывают его и вид, и возраст. И можно было предположить, что в определенном времени ему было столько-то лет. И поэтому приблизительно мы можем сказать, что ему, допустим, на период, там, допустим, 1808 года было приблизительно 60 лет. И из этого мы можем сделать вывод, что он родился приблизительно вот в конце 40-х годов 18 века. Есть родословная Шервашидзе Чачба, называется книга «Чекование». Там приводятся материалы, очень интересные. Другое дело, их нужно еще исследовать. И в этой книге как раз-таки дается эта дата, 1747. Там родословная, начиная от XIV века, рода самого Чачба, но они пишут, правда, Шервашидзе, но дается родословная неплохо, схематично. Да? И там в этой книге это как раз-таки написано, что он родился в 1747 году. Все говорят о том, что он был очень гибким политиком. И поэтому у меня все же вопрос. Он был гибким политиком во всех отношениях, во всех основных направлениях, в основных своих действиях? Или он был достаточно упрямым человеком? Гибкость, это, на мой взгляд, обозначает, что это был умный политик в данном случае. Умный политик должен быть и гибким, иногда
этому умному политику приходится применять какие-то некорректные, не совсем удобные для окружающих. Нам известно о том, что как он обращался, как ему было трудно собирать Абхазию. Фактически, можем сказать, Миша, можем так сказать, собирать Абхазию Конечно. именно в конце 18-го, в начале 19 века. Очень сложный процесс был. Сложный процесс был. Каждый уголок, каждый крупный феодал считал себя, да, строптивым был, считал себя чуть ли не царем. Да, на самом деле так это было. И вот вы, наверное, слышали такие крылатые слова «мечты Килышбея». Да, конечно. На самом деле мечтами Килышбея были, конечно, собрать Абхазию, построить независимое государство. А для этого, конечно, должен был, конечно, гибким, но иногда очень, как сказать по-русски, должен был, конечно, обращаться к своим подданным очень грубо, может, жестко. Иногда ему приходилось очень жестко обращаться к своим. Мы же знаем историю о том, что... В общем, твердым политиком. Твердым политиком, да. Так что я считаю, что все-таки гибкость – это показатель ума, показатель именно такого умного политика. Да, интересно, Гарри, как вы думаете по Я этому поводу? могу добавить, значит, те же самые события с юго-восточного направления. Вот когда близость к территории Абхазии вот имела место быть уже, значит, на границе, на подступе вот этот крепость Анакли, Анакра там и так далее, мы знаем, завладеть, как бы прибрать к рукам, насколько жестко так, вот то, что вы сейчас упоминали, он повел себя, значит, владетельный князь. Последующие тоже. Значит, русское командование сказало не трогать владетельного князя, тут же вернуть эту крепость, значит, и так далее. Вот такие события имели место быть, поскольку фактически не только столкновения, вот такого жесткого контакта еще не имело места быть. Они друг друга не знали. Мы же знаем, просто это были слухи. Значит, и лейтенант Киреевский, другие остальные, заезжие всякие там товарищи, а это просто путешественники, лесопромышленники и так далее, по-крупному говоря, они не были политиками и судить о потенциале даже не могли. Вот мы знаем, что Абхазию представляли это русские как страна Абаза, дорога в Абазу, представляли как крупное государство. Относились именно как так, писали именно так, таким образом. Они ее границы, несмотря на картографию и так далее, не представляли. Они думали, как равновеликие образования. Они так смотрели. Поэтому сами тоже вели ответственно. Они так просто наступать на территорию Абхазии не смели. Очень долго они в Мигреле задерживались, они обсуждали там это и так далее. Много имело место быть. Дадьяне, значит, хотели оказать услугу, но этой услугой Россия не попользовалась вначале совершенно. Это потом, когда уже, скажем, ближе познакомились и так далее, это говорит о том, что все-таки это было непросто вести какие-то, скажем, будем говорить, антиабхазские действия, поскольку Мигреле хорошо знал Абхазию, по родственным связям, знали потенциал, знали, что будут выставлены определенные силы, и, возможно, будет отпор. Так оно и получилось. Вот первые шаги мы знаем. Были, значит, бои состоялись здесь, вот, скажем, некоторые наши товарищи, вот, которые фальсифицируют историю Абхазии, говорят, вот Абхазию отдали, прямо подарили. Ну, не так это было. Это не наши товарищи. Да, это не наши товарищи, да. Не так было, это было совершенно другое. Это было противостояние равного с равным. Вот именно я так считаю. Все, что полагалось, значит, иметь, знать, применить для того, чтобы оказаться на чужой территории, здесь то же самое имело место быть. Вот никто никому так просто не уступил. Значит, есть документы достаточно ясные, что им предстояло все-таки. Потом это подтвердилось. Да, мы, значит, находимся на территории Абхазии, но мы ею не владеем. Русские это признали. Впоследствии. Мы знаем, что именно такая формулировка выражения имела место быть. С вашей точки зрения, все-таки он вот сугубо гибкий политик, или вот мне кажется, что его гибкость могла граничить с прямотой? Ну, тут, знаете, вот я... А прямота, она может быть и показателем твердости тоже. Я с вами согласен. Я бы сказал, вот у него, если сказать, вот никакой прямолинейности, часто менялось. Вот это мы так говорим, да, менялось, и, значит, какое-то, можно сказать, легкое такое поведение, потом жесткое и так далее. Он от ситуации, можно сказать, он владел ситуацией.
он был настоящим правителем, он учился, видно, что, потому что все-таки с Турцией другие отношения были, до него связи были с Турцией, там был опыт. А с российским государством, с империей, опыта Абхазия не имела, кроме каких-то торговых, там, древних, средневековых и так далее. А вот накануне, на этой данной ситуации, Абхазия с Россией и не сталкивалась, и крупных, я могу сказать, что торговых таких оборотов не было, культурных, трудных таких больших тоже не было. Да, они друг друга знали, да, фигурировали в календаре, значит, месяцеслова, других всяких и так далее документах фигурировали Абхазии под именем Абаза или Абхазы, но таких вот так, чтобы сказать, что контакт серьезный был, пока не имело места быть. Вот. Да, но ключевое слово, с моей точки зрения, прозвучало «учился». Вот это очень да, важно. это имело место быть, видно было. Да, спасибо большое. Дальше Я давайте. бы, наверное, разделил на два направления его гибкость. Мне Да. кажется, во внешней политике он проявлял большую гибкость, нежели во внутренней политике. Ага. Ибо во внешней политике всегда приходится лавировать в зависимости от складывающейся ситуации. Это мы хорошо видим, когда возник вопрос с крепостью Анаклия. Как он себя повел, очень мудро. Когда от него потребовали, чтобы он вернул и заложника Ливана, хотя есть источники, которые прямо говорят о том, что сам Григорий его дал в качестве аманата. Да. Да, вот. Когда возник вопрос Анаклия, он сказал: Анаклия — это не моя крепость, это крепость Османской империи. Забирайте у нее. То есть он очень мудро поступил, лавируя между великими державами. Что касается внутренней политики, мне кажется, он больше жесткость проявлял. Прекрасно знаем, что в начале XIX века, да и в конце XVIII века, как он поступил с князьями. Вообще, мне неизвестен такой прецедент в нашей истории, чтобы прилюдно повесили людей. Это имело место при Килишбее. Вот. С неугодными, те, кто мешал государству, он находил механизмы, как с ними справляться. То есть в этом отношении ему приходилось проявлять жестокость в какой-то степени. Дело в том, что на протяжении 300 лет, как присутствие Османской империи на территории Абхазии, мы утратили, к сожалению, государственное мышление. То есть многие, допустим, дальцы, цабальцы, самурзаканцы, абжийцы, бзыбцы, каждый считал себя удельным князем. Это его вотчина, это его территория. А вот стратегически мыслить наперед, что нужно всем собраться, нужно бороться за независимость Абхазии. Но в тех условиях, наверное, это было сложно, но... Это проблема, наверное, всех народов мира и государств. Да, это но проблема. именно Килишбей сумел пойти по этой тропе. Ну, у меня создается ощущение, что практически у вас не вызывает вот каких-то негативных эмоций тот момент, что Килишбей мог поступить со многими своими врагами или же соотечественниками по-всякому, очень жестоко, не жестко, а очень жестоко. Вот, например, вот то, что он пригласил в свой дом ишерских князей Дзапшпа и умертвил их в своем доме. Как вы думаете, все-таки это была норма этого времени? Вообще... Это вписывалось в Апсура? Может быть, мы тут применим цель оправдывает средства. Можем вспомнить Макиавелли, а может нет. Но все же... К сожалению, историю задним числом не сделаешь, как говорят, но вот вы сказали нормы Апсура. Еще один прецедент, то, о чем вы сказали, я не знаю такого прецедента, чтобы человек пригласил к себе домой и умертвил у себя дома. Это ни в какие абхазские этические нормы, хотя мы знаем и другие его действия. Наверное, это была крайняя мера. Мы знаем, что у него было 4 жены. И это тоже не случайно. Вот во внутренней политике он проявлял в какой-то степени, на мой взгляд, мудрость. Мудрость в чем заключалась? Мы знаем, что вначале Зураб женил его на княжне Дзапшба, Туда. потом женился он на Маршане, ибо
князья Маршаня, Дал и Цабал, они вообще считали, что не зависели ни от кого, ни от русских, ни от Османской империи, и не признавали власть владетеля, но, заключив брачный союз, он заручился их поддержкой. И самая основная масса населения – это простые крестьяне. Вот иногда удивляются, как князь мог жениться на крестьянке, либо, да? Но он поступил очень мудро, не имея поддержку со стороны крестьян, он бы не смог осуществить свою мечту, ибо как минимум 80% составляли именно крестьяне. И вот тем самым психологически вы хучигичем зергихала паха яра дахан дамстана хан хайхан зихан наигит. То есть вот такие вот психологические моменты он, мне кажется, превосходно использовал. Ну, вы рисуете образ Килишвея очень расчетливого человека. А очень иначе не могло быть, чтобы, мне кажется, иначе Гарри, не вы могло считаете быть. его расчетливым? Я могу чуть-чуть добавить, вот несколько да, из того да. факта мы знаем, вот историки знают, значит, прекрасно этот случай. Ну, последующее время этот Запшипа, их взаимоотношения с владетелями князьями, значит, Запшипа, я имею в виду Ишерские. Ну, да. Когда ситуация осложнилась, значит, мы помним поздний этот случай, но оно могло повториться и тогда, потому что это все-таки беда приближается на границе, тут и расчетливо действует, и осторожность, и опередить некоторые ситуации. Вот, дело в том, что Запшиповцы, когда владетельного князя отправили, они тут же престол занимали, вернее, пытались ее занять, этот случай хорошо известный. Претензия на то, чтобы занять престол, даже чуть было не появилась генеалогия Шервашидзе, которая якобы Запшиповцы. Почему? Потому что это тут же составлялось и так далее. И когда уже владетельный князь вернулся, конечно, он примерно наказал, оттеснил и так далее. Появилась фамилия князей Чхотова, мы знаем, что они очень, значит, на всей территории не распространены. Вот это ишерские Чхоту, это те, которые потом землю отдают Семицкому. Чтобы сделать его гражданином, нужно было где-то, куда-то, как-то его прописать, как бы условно говоря. Вот это, не имея, он бы ничего не сделал бы. Не появился бы здесь, значит, приехав тем более из России и так далее. Вот Запшиповцы претензию свою проявили. Это мы должны говорить с учетом не просто отживающего феодализма. Дело в том, что это все-таки установление капиталистического строя и так далее не имело места быть. Феодальная раздробленность после своего пика расцвета когда-то уже отошла. Это время княжеств, ну, удельных не назовешь все и так далее. Это небольшие области Абхазии, они не все не были удельными. Не были удельными, это, значит, во-первых, центральная власть не контролировала, отчетности не было, соподчинения не было и так далее. Эти были сообщества, княжеств и так далее. Также Дал-Цабал, вот, даже, вот, так скажем, братья владетельного князья, удельные князья, Абжуйские и так далее, так просто так невозможно было с ними так говорить, подчинить и так далее. Только через родственные связи, через эти собрания, через, значит, мнение избранных князей, только владетельный князь мог с ним поговорить. Такое было даже позже, сохранялась ситуация. Естественно, Запшиповцы, вот этот случай, что, значит, вы сейчас объяснили, говорит о том, что, конечно, это ужасный, да, случай, но были наверняка какие-то моменты, которые мы не знаем. Так простой поступок Килишвей не совершил бы, ясное дело. Тот случай, мы знаем, их претензии на право владетельного князя Запшиповцев. Этот случай достоверный, он имел место, когда он вернулся, уже все встало на свои места. Они были наказаны, оттеснены, это хорошо известно. Екатерина, вы задали вопрос, был ли он расчетливый. Конечно. Конечно. То, что вот Джамбул, уважаемый, говорил о том, что он женился на Лейбе, это расчет, конечно. Во-первых, мы знаем о том, что, вот я сейчас точно не могу назвать, когда, но резиденция владетельных князей была всегда Лыхна. Да. Он перенес в Сухом, не то, что там Сухумская крепость, хотя, может, это тоже играло роль, потому что это была крепость, это устраивало его, но он перенес в центр Абхазии фактически. Это был расчет. Это был большой политик не может быть без расчетности, конечно. Да, ну, можно? Да, пожалуйста, Миша. По поводу гибкой политики князя Килишбея.
Тут нужно учитывать то, что ему приходилось лавировать между двумя могущественными, сильнейшими державами. И действительно, вспоминая случай с крепостью Анаклия, когда все-таки генерал Рыгов на 20 верст разоряет абхазские земли, князь Килишбей обращается за помощью к турецкому султану. Потому что Килишбей утверждает, что он является подданным султана, и на него, как на подданного султана, напали и разорили его земли. Но мы видим, что когда происходит инцидент с Таяр-Пашой, когда он помогает Таяру-Паше переправиться в Россию, и, турки грозят ему военной расправой, князь Килишбей обращается к генералу Гудовичу, главнокомандующему на Кавказе. То есть он тем самым, мы видим, как он лавирует, как он обращается кто к одной силе, кто к другой силе, но при этом он не дает поглотить Абхазию ни туркам, ни русским. То есть он, используя их противоречия, старается сделать так, чтобы Абхазия максимально сохраняла свою независимость. В первую очередь, гибкость такой личности, как Килишбей. Максимально используя противоречия великих держав, максимально используя независимость, сохраняя независимость своего маленького княжества. Все-таки из всех источников, которые вы изучили, знаете и так далее, вы можете сказать о том, что он определенно видел Абхазию в каком-то таком виде. На самом деле он видел Абхазию независимой и от Турции, и от России. Или же... Выскажу свою точку зрения. На мой взгляд, конечно же, Килишбей прекрасно понимал силы сторон, он прекрасно понимал, что Абхазия маленькая страна и полностью независимое государство построить не получится. Нужно быть в союзе с кем-то. Откуда вы это взяли? Скажите, мне это интересно. Он где-то в источниках сказано о том, что он это понимал? Он считал Абхазию маленькой? Так, в его действиях это... Конечно же. Почему? Потому что он обращается за помощью к российскому военному командованию, когда у него осложняются отношения с турками. Он прекрасно видит, что Турция слабеет, что Турция уже не та великая империя, которая была раньше. Поэтому он понимает, что нужно заключать военно-политический союз с Россией. И при этом он старается максимально выжать из данного момента больше выгоды для Абхазии, потому чтобы Абхазия как можно больше смогла выторговать для себя как независимое княжество. Почему? Потому что если бы он выбрал бы неправильную политику, дал бы неправильный ориентир, то это могло привести бы к печальным последствиям. Пример – те же наши соседи убыхи, которые неправильно сориентировались, и сегодня, к сожалению, мы их вспоминаем только как народ, который полностью потерял свою землю. Такая же участь могла постигнуть и Абхазию, мы должны это прекрасно понимать. И та гибкая политика Килишбея, который старался всеми силами сохранить именно, может быть, какой-то ограниченный, но суверенитет Абхазии, это, конечно же, говорит о том, что этот политик был с большой буквы. Овранзе Михаил Ихет, Урстула Яхат Хапш Водала Гетуахи Ги, Труктула Амшра Псичхать Осибон Аха. Тача Гангахала Хопшвазер, Урстула Гехадо проблема по рациone и Тускампиам Тазехана. Собственно, Хепшимри Тахамзар Сатамзат, Урстула Салавица, подданство Иоанна Газуяк замезде Уахалавица Хунрихуз, Ария Хепшимри Чагила Замзи Уишпилкату. Скуяна год сколько савяна сагдзат. Аиса Тамас. Яра Виларбжара Петагила Зяща Хахопшвазер, Джампила и Урстула и Башра Ялагит. Уяхархар там Рагала Рахгозер. Франция Башра Чазека Царечан. Уибзини и Бон и Лика он Килишбей, Абри Шнапаца Касхалар Стахуп и Гюб, Уа Яхтны Хамзер Гюиза подтексту Юхуп Аха. Яра Вахопшитшозер. Скуяна год. Уи Абри Тара Рхме Пкаша Дахуп Шерцак Унитахас. Апсна стратегия Гана Хала, Урстула Зехана Зака, Турктула Аста Аурус Ферзиха стратегия Псакаму, Мамзарги, Турк Ферзиха Ниха стратегия Псакаму. И Ха
أبريام شريبا كابان رحمحو ويبزيني ليكاون ويخجي خبشم حنتكار عطرس بزيني درون وشتاورس جبزيني ليكارسي تخاما خمبدا إزبانزر يشجعك زقيتيز كافي خباشك سزراب خير زوس سيويت رخم يبقاش داخو بشيت ياكو شرم تيتوسقن إزكافي خباشك سزايبت بيشخوي ويت أخوسقن يرحي أورست أي بشرك ويرلق خاني وجرانزي شس حازيبش ويجي ورتكي قرار قدزومست ويبزين يحبوت إزبانزر ويا شخوتشا كعادة политик ويوس политик شخوسي غيتسو دا كعادة كنيسو دخا أكاد ينو تسوكاش هو دخم يبقاشش ينيلا كي خشم يبيجوز يحمبي بوت واكولا ورومانا وحد قلا نرح يقيتي تردم قلادي أبري خبشم رناح وسكويانا قوتي حارت زاقي بسنة خبشم كويشك قلت حسكيا فيف باشك سينرقني يراد رشانزا ويجي سارس السرناقو إزبانزر سكيا فيف باشك سازا أترك سلطان جديد شخاتيت أني تيار باشوس حوت أبسوا ويس استيدي كليت يس استيزيت هزومز وي أبسوا يتاس ياتنك زومز تخا أبسوا يتاس يلقاب وياتنك زومخا أحندكار ورقلوزر وسسكيا هتر حركوبخا زيغراب خزيرقلنا استراتيجيا وزخوتسويت ويوس زيقيتز شتا ماجكي حيمش داكو غودالاغخان أرايخي هم حزيد دتشجي نا экономика тагыла зашеп снизив шраз خنيجوجو بابزربزان زوكلا زاخ برغلرا حاوبس حنت كارت فيرل شازومس تسخن بيام تزحنا كيلش بير قلنا اترك سلطان حمتس يتي تحوس يرد خسخرتك برشي حدرويت ويزي غيتي السلطان اخبا قيمة زمزي يمن اخبريم شرير بارت زحنا ويشتانس يشاكم تيماتش فيرتي شيتخ تشكو يبزيني ابشيتسكي اشيف باشك سزحنا أبري كيلشبي خش فش галера كويمن حيرحو информация خنو خسخرت جدروم يغو بيرت خسخرت كوا زيفت فيش بسالا гамта яцена кует керк дизария Москва архив квартиры пшаз и тыжу пера хтомкна убрака яну по информация вы يخا عزيز كم ستامشن يخا لاكم كوا إتيجي أراخي أسكنيالو ناس زر اشترام رتفارخ شاب ساخت وبريته بتجا يلا خوس كرنيفسكي يوب يفلا أخاس مخ وزر يراقو بيخرغوارتا بلاني نارت باني دالت شاي تيت عاي وي أروين وي خاطرد معزيد أروس يجو وي أراغبك زقيمة زراب زربزان كزقاق كلا زبريقن زي انترحيتساني تيتساي تاقو بيخرغوارتا ومشيو براتو بريحوت حتى يتيهت أبريغبك وخيقرتو زتبتش أغبدوكوا أرقاتسرت شاشة زوبارتن ويناس دокумент لي حضرويت وي أحاو غن بيا هم газет документ لي يدرو факту جنبول خمبدا دا كراتس مغتبي أخا هاز خسرو بين ناحيون أبي سكرينيفسكي هازشو خبكسي مزناسكي بدي زيحو ويد بشوخوين وي بشوخوين خمبدا وي وسنيك زون أخا يجيو ساكزرق خمبدا شوف فش قرزام صوزرق وي أنا قويو أبريام تزان كيلوشبي دارز أمشي زباز زماز يمشروغان أبري ريوت شيت تنخدشا чача باتمي بوتي комендант سوبري رخلرك يا بان زيد حالو يركلشبي سيما شرني قملازيت وياترك شويت خراون خمبدا اترك شاب خامش ردنا خغلاز اترك شرم شريخي يرخون ورترم чало пуртки шахаиргылаз аханас тана хденерчагыла خمبدا уштехато политиками пигун أبري رأس حراسي ودشجع خف شخصا أبري عطرق شاب رابسني عني قنابس وارشة برزيزم خو تقول زاشوس الدوكومنت كير حزوم يرحو خوش شخصا جا شخصا ريونسقا يقانا نفس بسنا نجني تصونر خطو بوليتيكا وس خواجة شارشتون درشوا كارشتون أخو أخت روسيا جنها كيلش بي يقان زحنيان زحقوال هرشة بخت سكرتك وجافت في بيش دفيش شخصا كويزحو أبسوا أغبق ودرقلون فيك ويفيك خفيك أزقواز يخيط بي سمسون ترابزون أخي قطب كورشي ياكلون
Атурк Султан Шафирман Хюзишто, Акцара Рыдер Каларакуна, Бабсе, Бремшины, Кучук, Фихчаху. Уехана Хоги, Акуку, Килишбей, Айнерслана Бас, Яраяк Земзикширас Газванза, Ябсва Ирманаха, Ярабзира Сихайца, Забрябсва, Римвейрхет, Рейд Калара, Усрах, Дерр Чехара, Утпыста Хакуцна, Хазик Хайт Калар, Абснам Шраюет, Убаскан Мюяшак Хаклутха, Убриам Улихит, и Харадзак Гевыкаледски, Афиф Башиксаза, Атрк Киданиш Агалаурски, и Хазанагинцас, и Хатанаир Пшагала. О нем вот в Сухумской крепости, что нам известно, что можно интересного вот в источниках? Самое печальное, что известно, что он был убит там. К сожалению, А больше вот о его деятельности там именно в Сухумской крепости? Есть материалы, которые говорят о том, что у него был прекрасный дом внутри крепости. Есть описание дома, двухэтажный дом был, белоснежный, как описывает. С восточной части он был приделан к восточной стене. Главные ворота крепости. Интересно, это был деревянный дом или... Мне сложно сказать. Сложно. Мне кажется, деревянный. Ряд авторов называют его деревянным, пристроенным к крепости. К восточной стене крепости. А почему белый тогда? Белый дом? Знаете как, они могут иметь в виду, у него же не только дом был. Вот часть вот этого внутри крепости, там же много этих сооружений было, один считался его. Вот этот же Киреневский, когда описывает, он же описывает склад, где лежали оружие, все досконально, вот это все и так далее. То есть имеется военная часть, а это его личный дом, как бы усадьбу иметь, там свой дом. А это он как руководитель, как военный человек, как, скажем, князь Абхазии. Вот раз он свои войска называет таким образом, называл там определенно. Естественно, это военная часть, как глава крепости, как глава вот этой Сухумской крепости. А здесь это его личный дом, вот этот, тот, который деревянный. Я думаю, и то могло иметь место, потому что тот тоже описывается, и этот дом тоже описывается. Причем параметры известны, это не просто название дома. И, значит, как он был составлен, тот, о котором говорил, был срубный. Впоследствии, когда описывают Киласырский вот этот дом, это даже тот Арнава, такой же дом, который стоял у владетельного князя у крепости. Тот тоже был условно галерейный, это типа барца, и был рубленый дом. Вот, то есть тоже бревенчатый рубленый, и здесь так же. Но внутри крепости у Скирневского очень интересный, как разведчик, он на все детали обращает внимание. Внутри крепости он пишет, что есть улицы, но они узкие, даже по двое есть. Невозможно протиснуться, пройти. Он также описывает и говорит о том, что внутри крепости есть мечеть, есть даже баня. Вот мы, наверное, сегодня будем говорить о его гибели. Вот есть источники, которые говорят о том, что именно он из бани вышел, шел к себе домой, и в это время его убили. Есть такие документы тоже, там очень много противоречивых документов. Были также склады. Тот же Скиркиневский говорит о том, что лично видел военный склад, где было складировано вооружение, можно было одеть шлемы, латы, там, вооружение. И говорит, что по моим данным, где-то 5-6 тысяч человек можно вооружить. Одеть и вооружить. У Фадеева, по-моему, я читала, что Сухум называли вторым Истамбулом. Да. Это подтверждается источниками? Действительно, турки, когда вот они вот здесь вот, пребывали еще во времена вот своего нахождения, они действительно очень ухаживали за городом. Вот у них были каналы, сады. То есть такого вот, скажем так, запустения, которое уже будет потом, уже после уже захвата Сухумской крепости и так далее, такого не будет. То есть Сухум будет довольно-таки цветущий город. И поэтому даже вот малярия, которая свирепствовала потом в Сухуме, даже вот, как пишут источники, такой жесткой малярии как бы не было в то время. Почему? Потому что был большой уход за городом, и вот эти вот каналы, они, значит, отводили вот эту вот болотистую жидкость. Вокруг крепости был прорыт ров, заполненный водой, и туда заходили небольшие корабли. Да, Гарри Анатольевич Фокасов нашли канал. Эти каналы были еще в древности. Мы же знаем о том, что Сухумская крепость, конечно, она была основана еще римлянами.
там при археологических раскопках найдены остатки фундамента. Вот фундаменты Римской крепости. Нынешняя крепость, которая была построена по некоторым источникам, строительство было закончено в 1724 году. Она построена на фундаменте старой римской крепости. Теперь уже Сухум-Кале. Тут уже Сухум-Кале. Вместе с Себастополем появляется Сухум-Кале. Ну да. А территория Сухумской крепости это очень интересно в археологическом плане. Там найдены слои различных эпох, начиная с ранней античной эпохи и заканчивая вот именно концом 19 века. Там сохранилась крепость, там сохранилось здание. Вот Джембул сейчас говорил о каких-то складах. Там сохранился фундамент. Не фундамент, сохранилась постройка, возможно, конца 19 века, пороховой погреб. Такой с толстыми стенами и крышей стены. Вот оно это Вообще Сухумская крепость, Сухум-Кале, вот в такое состояние, в каком сейчас находится эта крепость, когда она в таком состоянии оказалась? В таком состоянии, вот мы знаем о том, что до войны на территории Сухумской крепости там был детский сад, детские ясли, и там жили пристроенные к этой стене с внутренней стороны так называемые бараки. Помните, называли частично тоже. И внешние тоже, да. Были, я вот помню. И после вот нашей войны фактически нам удалось расчистить эту крепость. Вот Димур Семенович Бжаня, вот он приложил довольно-таки большое усилие, расчистили крепость. Все старые постройки, которые построены, старые, не древнейшие постройки, а старые постройки, которые вот 70-х, 80-х годов, это все было убрано, расчищено. И сейчас вот большое поле деятельности для археологов. Ну, нужно отметить и сказать о том, что в 40-е, 50-е годы начали взрывать эту стену, чтобы проложить дорогу вдоль берега, вот, по набережной. Вот. И с тех пор вообще, мне кажется, варварски поступили. Тогда фактически в середине 50-х годов было принято решение облагородить та набережная, которую сейчас мы видим, она была создана в середине 50-х годов, и крепость пострадала очень сильно. Она была взорвана. Мы знаем, вот как с изменением политической власти вот в регионе, значит, после турков, ослабления турецкого присутствия русских, Раевский говорит, мы убили прекрасную страну, настоящий оазис, имел в виду как раз вот этот район Сухумской крепости. Вот вы говорили, расписано полностью, описано вот эти водостоки, канализации там и так далее. А есть уже описание при русских, когда русский солдат, или не солдат, а офицер, значит, со своей подругой около базара, это не тот базар, который в центре города потом появился, там же на месте, значит, можно было пройти только по топьям. И после проведения раскопок, во время раскопок, конечно, мы обнаружили и канализацию, ров. Вот этот ил, ширина его где-то около 17-18 метров, вот этого рва, вот Джембул Инчги вот сейчас говорит, при римлянах было. Флавий Ариан упоминает ров. Мы проверили, посмотрели прыгание лошадей через ров, но этот ров, конечно, мог быть не таким, скажем, может, не такого характера. Это ров вокруг Кастеллума. А этот ров в других целях, он с заходом, значит, с более дальнего расстояния и так далее. Такая ситуация была вот в нескольких наших местных абхазских каналах, когда корабль заходил, и он обходил середину села всего. В Тамыше, да? В Тамыше. Вот такой же канал. Вот, значит, видимо, такой же канал в Питюнте. Он упоминается в письменных источниках, тот же канал. Если, надеюсь, там все-таки удастся провести глобальные археологические раскопки и так далее, вот если коротко, что вы ожидаете? Там представлена вся история Сухума, можно сказать, начиная с ранней античности до поздней средневековья. Вот мы знаем о том, что там раскопки проводились с начала 80-х годов. В результате этих раскопок открыт уникальнейший храм. Храм, который был открыт Михаилом Михайловичем Гунбе и Людмилой Григорьевной Хрушковой. Это храм уникальнейший, такого храма нет на Черноморском побережье нет. Это 5 века нашей. То есть древний храм. Древний храм 5 века нашей. Рядом с этим храмом открыт еще другой храм
усилием совместной экспедиции Абхазского института археологии под руководством Димура Семеновича Бжаня, еще один храм базилика уже VI века. По всей видимости, после того, как пришел в негодность, был разрушен, хотя храмы, говорят, не разрушают, был построен другой храм, чуть позже храм. Уверен, что мы, наверное, знаете некоторые о том, что уже около 20 лет там Абхазский государственный университет проводит археологические раскопки силами студентов, и там найдены довольно-таки интереснейшие находки. Вот там одна из находок, там найдена плита с древнегреческой надписью, которая датируется рубежом нашей эры. Да. То есть вся территория крепости усеяна остатками монументальными. Какие трудности вы ожидаете, вот если вы начнете там, опять же, повторяюсь, серьезные большие раскопки? Никаких трудностей. Да. Никаких трудностей, только нужно систематическое, вы назвали глобальное, мы археологи называем систематическим. Систематическое финансирование и проведение раскопок. Силы у нас есть, археологи есть, и молодые, и среднее поколение археологов. Вот наши вот эти позиции, научные рассуждения, они опережать будут всегда исследования археологические. Опережать будут. Археология не должна останавливаться. Олег Николаевич правильно сказал. Активная часть студентов, которые проходят практику, есть и другие, и желающие, и так далее. То есть сила физическая, умственная, то есть научная присутствует. Только дело за материальным, за финансами не должно остановиться. Влияние Килишбея на население от Геленджика и Батуми. Наш известный историк, профессор Станислав Засимович Лакоба писал о том, что у Килишбея было в распоряжении 600 галер, и с помощью этих галер, значит, удавалось крейсировать на Черноморском побережье от Батума до Геленджика, то есть поддерживать определенное влияние. Тут нужно сказать, что у Килишбея была своя судоверфь, своя строительная судоверфь на Кодорском мысе. На Кодорском мысе у него была своя судостроительная, скажем так, мастерская. И турецкое правительство, турецкий султан даже делал ему заказы. То есть заказы по строительству кораблей, галер и так далее. То есть нужно сказать, что помимо всей прочей хозяйственной деятельности, Килишбей еще и был судовладелец и флотоводец. И благодаря этому флоту, который у него действительно был довольно-таки немаленький, он действительно поддерживал определенные связи с самыми отдаленными уголками Кавказского побережья, Черного моря. Действительно от Геленджика до, значит, Батума. Тут уже нужно сказать, что комендантами крепостей Поти, Батуми зачастую становились его родственники. То есть это говорит о том, что фамилия Чачба имела очень большое влияние в регионе. Даже не то, что в Абхазии, а даже за пределами Абхазии. Нелюбимого сына Асланбея Килишбей сразу лишил наследства. Где об этом сказано? И на самом деле, ну как значит сразу? Когда он его лишил наследства? Есть ли источник, который говорит об этом? Ну, наш основополагающий источник, на который мы ссылаемся, это акты Кавказской археографической комиссии. Ну, также есть еще и иные источники, есть турецкие источники, есть записки путешественников, которые, значит, здесь были на тот период, миссионеров, которые здесь были на тот период. Что касаемо его взаимоотношений с Асланбеем. Его взаимоотношения с Асланбеем, конечно же, носили разный характер. Ну, тут нужно вспомнить то, что все-таки Асланбей по матери был из рода Дзябшева. С дзябшевцами у Килишбея были сложные отношения. Но есть источник, подтверждающий, что Килишбей лишил наследства своего старшего сына Асланбея. Конечно же, есть, в источниках это есть, но потом в тех же источниках описывается, что он помирился со своим сыном, с Асланбеем, и как бы наследство и милость Килишбея были возвращены Асланбею. Кто убийца? Пожалуйста, о главных версиях, которые существуют в нашей литературе, и какой версии каждый из вас вот придерживается. Ну, аквебана гора кара холодрешит, уизебана гора киху. Айбетебана гора. Уябана гора хацхарто поернуме, мзамбиажлар шнирхома. Падоя хацхарто кверну, пехара дзеги чезник аналогов здесь свет, аура сфера хацхарто короп изну.
يحرزقي أيبت يبغانا غريز لحالة عشاك كورلا بشين بيخسي وبريجز مرخاق وقت بيبغانا غريز لحالة أصلا بي خطا داي خجلان يحوا عتقنا يبدي خرغنا دشتيتي تفا ويزا أو رسولة قصر تكوروبي سحو حاخو بشوزر كيلش بي شراي يزتخد زياشت دزها يحا هزارة атака қацара мариазар қалап издахыма дези шраха. Ну хақоп шуазар жларбжара петагыла зааше, абсневницка петагыла зааше. Хақоп шып Туркпыла, Осман пе империя. Скяфиф ба яхтна султан дейчагылайт, имшра дачагылайт. Вежух паныс квикар ақуам шына пшахачы яйргылан, خغبكا أترك يغبا وزري نربا يخنحني سيتا خويانا قدزومز أترك تفشيت خم بدور تروس نرقزو نابخيغا أخبرتويشو بسيرلا قزنا كيلش بي إما بيغا за политика أجي إتخزامست أدنقاقي أترك تفجير تخمست أورس تفجير تخمست يحارد زاقي قرطبل يرتخمست نينا دادياني الخطو политика ميبول خغان كاريقالي يغو بابسنيونيцкаги حقا برشتب Абстемницкаги килашбе гатшай мачимку иман. Уи знызанла торыхачи бас хырьяна захту копаха ашораджги қоймхти. Абсварчы. Килыш абсварах килыш ишра ичхун ипа Асланбей дала хун хушиб хедзома. Сара уизхо аур сират қыцқырта короб. Яхтна сарайсыз хедзом ихи Асланбей дишит уи атцарата хуб. د سراخنات حناله گوزیسفید رز حراسی قلزیخا ابریا حوزی حجر او رسولت خسخرت پرو ای حرد زگکی سراد شگیشاس شد ترکیرت خسخرت قاقوب کلشبی گلشن به خیختس ایش اخازم گلشن به خیختن گل ترک شلا یانا گو اشتوب Северо-западная северо-западное направление, когда мы говорим о корабелах и так далее, о морских силах, значит, до Геленджика, прежде чем дойти, убыхская сторона, вот этот регион, естественно, значит, консолидировалась с Абхазией, благодаря, естественно, ему тоже. Вот, насколько я знаю, вот в источниках вот конца 18-го, начала 19-го говорят, что и убыхи, по примеру абхазов, стали активничать в морских своих предприятиях. Это вот это время как раз. Вот. Некоторые, которые авторы приводят, значит, плавсредства и упоминают название абхазского корабля Убыхов. То есть мы не обязательно всегда должны говорить в древности, в древнейшее. В это время тоже было активно. Более того, значит, район Геленджика прямо выводила, естественно, после Убыхов политическая единица. Это уже шапсукская сторона, вот эта сторона, вот это и так далее. Значит, песня была записана, вот это об Асланбее, не в Сухуме, не у Садзов. Это вот где-то там, вот в том регионе, где-то целая поэма там об Асланбее как герое, как это, ну, эпическая песня, вот сугубо эпическая песня, исключительно положительный герой, и нету момента, которого значит, нас склоняло, что он мог быть отцеубийцей. Такого не воспевали. Где могила Килишбея? Килишбей был убит в своем доме, да. Дом, который стоял в Сухумской крепости. В Сухумской крепости. Очень много... И был погребен именно на территории Сухумской крепости. Сомнений в этом нет, потому что очень много сообщений, преданий, есть газетные вырезки того времени о том, что был захоронен именно на Сухумской крепости. Есть фотография. Вот очень монументальное сооружение, надмогильное сооружение, которое существует у нас. Довольно вроде бы фото было сделано в 2018 году. Была организована выставка. Готовясь к выставке, вот Джамбул мне передал очень интересное сообщение газеты, как называется, я уже не помню, газеты, вырезка из газеты, в котором... Одесский вестник. Одесский вестник, в котором говорится... В 1839 году, в котором сообщается о том, что сын Килишбея, Гасанбей, стоял у могилы. У могилы
могила, которая была совершена, то есть около небольшой часовной. Церкви. Церкви часовной. Есть карта, старая карта, в котором мы уверенно говорим о том, что там изображена вот знаком, каким-то знаком, Крестиком, да. крестом именно нахождение этой часовни, этой церквушки. И по всей видимости, это могильное сооружение было разрушено в 1938 году. Оно было разрушено, по всей видимости, это, вы понимаете, какие годы, 30-е, самые годы, 30-е годы 20-го столетия. И, в принципе, мы можем сказать, для того, чтобы найти могилу Килишбея, необходимо произвести довольно-таки работу, большую работу. Фактически это надо произвести... надо произвести раскопки в Сухумской крепости. Раскопки в Сухумской крепости, примерно мы знаем, это где-то на площади 200 квадратных метров. Произвести, как мы подобает раскопки, и вполне возможно, мы найдем остатки этого могильного сооружения. Одесский вестник, сама статья называется «Согум-Кале». Посреди крепости стоит деревянная церковь, а за ней возвышается дерево, которое было посажено отцом Гасанбея, Килишбеем самим, для своего сына Баталбея. Оно приносит прекрасные груши. Вправо от церкви сохранилась могила отца Гасанбея, сложенная из простых камней. قال حضرويت جهرد بشخركوا عارف نصرين نونك داسي وزنجوا كاكوزا إذا حاجة هو كاخويت وشتاها يزمخ يتحكم بسنا يخجوز عندكار بصحة بصناحة ساكس يعني جوا أنخ يحوا بريارة جبابنا بريارة ناس أترخ ساشة أي حبسين رتنجار بشخركم يبدو بيحضر وهاي ماري بسنا نوكا بجرا منيقو يزق نمتري أسي زنخري وسي شفاعله وسي نمخروب يستعطوا ريباح نكلا كيجوت أقوى أشجوت ويجوزي ينقزتوه كوب أجلس تروح تاشيجبوت خص بس يدكلنا زجي يجرشنا يروحوا شاي وريرة خطات متعذبنا وسي نمخروب هذا الله بشار تروب يشقناقو شبزورالله بيخيش شكاز أجلس بس بريجر حرب بس بيانا قول واي شفاعله وسي نوجر على الزوم أدريجويانا جراويت أبريكي لشبيت زختاركي يخه أسكويانا قد حرا تورخ أجر نسبني حامو بجربشتكو حامو ليون حوت عيبت بياك بيحوت وياخس بسحات فرزبخ حوتخا أتسوختون أبجارة فيشو بسكون تحت ساوا أنا يساجت سام تخانيس و زيغراب خززز بختفرز كيلشبي يوب كيلشبي دستخمز عند كارتشا رتشام أخزيجكوب يرايلش دبريخ بسنخ بشمر حمو بحمحو وبري آمت شو ديوزجي يرايلش دبري أبسو يفلار وبريامي خرخر خرا يتبيامش هنزخاب شو أباسي بشيخو فرخات شحام زاروب يتقول بباركو يتازا شويك يبخز أبري أبسو عفر تورخ حكا جيقا زمحو يخا حخينا بشا بشو يحبوت تورخ يشزنقو إنفورماسيون غينا زيختوتسو وبريغانا خيالا كيلشبي خطرا يرى يبسبي حزم بشارجي يحضروا تزيفتي فيشو بسازاج للروبا باري لبسنا يحتكون أبشرات نيزرقلس شتك خيش توصش أتبزق حمزري دزحر زري بريزة خطرة دشحمو ستامس دشجة دش عند كارك أسيبش درمز دي خدار نبدأ كورجلان زنزات حرار جزم سكويانا قد حرا شربشتك أحسب بالوب يخطرجيه изахтаху. Время 1 час для такого обсуждения абсолютно недостаточно, поэтому сейчас у историков, которые являются в данном случае, скажем, нашими зрителями, к нам, наверное, возникает очень много вопросов, но надеюсь, что они нас поймут, все вопросы охватить и глубоко, конечно, сегодня рассмотреть мы не могли. Кто убийца Килишбея? Мотивы убийства незаурядного правителя Абхазии, влияние которого выходило далеко за пределы нашей страны. Вопросы остались. Поле для работы у историков обширное. На сегодня одно бесспорно. Килишбей пытался защитить интересы своего государства, преодолевая огромные трудности, внутренние и внешние. Сильный и твердый характером,
активный участник политических процессов в регионе, он мешал, явно мешал. И жизнь его была загадкой, и смерть тоже.